Кто она, та самая незнакомка, призрачный образ из стихов? Музыка, навеки застывшая в строках поэта? Нет. В Национальном детском театре Ингушетии нам открывают другую правду. Правду о женщине из плоти и крови, о Любови Менделеевой, дочери гения, актрисе, сестре милосердия, жене. Ее жизнь — это не только вдохновение для Блока, но и своя собственная, полная страстей, боли и невероятной силы история. Этот моноспектакль — погружение в ее судьбу. Женщина, которая любила, страдала, шла на фронт с сестрой милосердия и всю жизнь боролась за право быть не просто чьей-то музой, а автором собственной жизни. Ее история оживает сегодня на нашей сцене. С моего окна поворот и этой части дома не видно. Меж листьев сирени мелькает белый конь, которого уводят на конюшню. Да невидимо внизу по кафельному полу террасы звенят твердые, решительные, быстрые шаги. Из Санкт-Петербурга в Магаз приехал моноспектакль, который ломает привычные представления. Режиссер — выпускница легендарной мастерской Андрея Могучего Сюзанна Классеп. Она предлагает нам не взгляд со стороны, а путешествие в самое сердце своей героини. И этот путь нам предстоит пройти вместе с одной единственной актрисой. В моей смерти прошу никого не винить. Причины ее вполне отвлечены и ничего общего с человеческими отношениями не имеют. И сам Национальный детский театр, встречающий гостей сегодня, преобразился на славу. Репетиции и показы теперь проходят в отличных условиях. Это стало возможным благодаря масштабной поддержке предпринимателя и мецената Микаила Гуцериева. Так было закуплено дорогостоящее профессиональное оборудование: свет, звук, проекционная система, компьютерная техника, мебель. Также полностью обновили и сцену. Буквально полгода назад мы с моей подругой, с которой мы учились вместе, она в консерватории Чайковского, я в ГИТИСе, мы разговаривая, она сказала, что у нас есть идея создания такого-то спектакля вместе со своей труппой. Я сказал, а почему бы вам, вот мы, сказал, открыли новый театр наш, благодаря, кстати, помощи Фонда Возрождения и лично Михаила Савельевича Гуцериева, спасибо ему огромное за это, потому что благодаря нему у нас сейчас появилась площадка, где мы можем принимать гостей, где мы можем принимать большие театральные труппы со всей страны. И это очень здорово. Это для нас и для республики это огромная поддержка, огромная помощь и для развития нашей культуры и так далее. И вот, разговаривая об этом, я сказал, давай, почему бы нет, у нас есть сцена, у нас есть полностью все необходимое оборудование, все, что необходимо. И именно на этой технически оснащенной сцене и оживает история Любови Дмитриевны в исполнении актрисы и оперной певицы Юлии Романовой и под живое музыкальное сопровождение лауреата международных конкурсов Лилии Кожиновой. Сегодня мы показываем замечательной республике Ингушетия наш спектакль. Называется он «Незнакомка». Он основан на мемуарах Любови Дмитриевны Блок, которая являлась женой великого нашего поэта Александра Блока. Также она была дочкой нашего великого ученого Менделеева. Вот, она написала свои мемуары, мы ими очень сильно вдохновились и рассказываем историю ее жизни, описанную ею же, ее же словами. И есть у нас еще переплетение цикла музыкального, вокального. Я пою романсы Георгия Сверидова, 9 песен на стихи Блока. И вот так вот у нас и получилась такая история женщины, которая любила, мечтала, просто жила и рассказывает свою историю. Мне очень нравится, театр нас принял великодушно, с открытыми, распростертыми, великими такими руками. Очень приятно, все супер. Площадка нам идеально подходит. Нам и нужна была камерная. И очень здорово, что в Республике Ингушетия есть такой театр, еще и детский театр, национальный театр. Поэтому спасибо большое всем помощникам, организаторам. Но поддержка театра — лишь часть большой системной работы. Год назад на базе театра заработала школа личностного развития, уникальный образовательный проект, также реализованный при поддержке Фонда Возрождения, созданного специально для Ингушетии. Здесь на 300 квадратных метрах, полностью отремонтированных и оснащенных по последнему слову техники, дети от 6 до 14 лет постигают основы ораторского искусства, изучают ингушские, арабские традиции и даже национальную кухню. Отдельное внимание занятиям с логопедом.
Без этой поддержки вообще культура, она не живет, понимаете? Сложно рассчитывать на то, что учреждения культуры будут сами себе жить и сами процветать и так далее. Да, оно обязательно будет когда-то, но те, кто в начале своего становления, вот как мы, например, конечно, им необходима помощь. И вот та помощь, которую, допустим, оказал нам Михаил Саварбекович и фонд Совмар, и фонд Возрождения, это позволило нам купить оборудование, позволило нам построить сцену, позволило нам сделать ремонт, полностью качественный ремонт театра. Соответственно, это все благодаря этой помощи. И вот сейчас мы с вами, у нас 30 детей, понимаете, из которых 12 детей с ОВЗ. И с этими детьми мы делаем работу. Уже 4 спектакля наготове, 2 выпустились. И сегодня 3-я премьера. И потом еще в дальнейшем 2 спектакля еще. Здесь даже большие, огромные театры, которые имеют бюджетное обеспечение, не могут себе позволить либо похвастаться такими возможностями, такой работы. Мы это делаем. И эту работу, конечно, нужно увидеть, прийти сюда. Вот и самое яркое доказательство эффективности всего проекта. Перед вами выпускник школы личностного развития, а ныне полноправный сотрудник театра. Его история – лучшая иллюстрация того, как поддержка таланта на старте помогает взрастить профессионала даже с малых лет. Работаю на пульте звука, сопровождаю спектакль звуком, звуковыми эффектами. Я обучался у своего художественного руководителя в школе личностного развития и доп. Образования. И после он мне предложил работу в театре. Я согласился. Финальный аккорд спектакля и тишина на секунду, вздох зала, гаснет свет. И вот уже он взрывается не просто аплодисментами, а искренней благодарной овацией. Сформулировали вот атмосферу этой прекрасной любви, сложной любви, Любови Менделеевой, дочки нашего великого ученого. И все-таки вот та атмосфера, которая была создана вами на сцене и в зале, и я думаю, что это стоит много, и этот спектакль нужно показывать, и большой аудитории такой. Я на самом деле, как профессиональная актриса, мне было очень интересно, потому что жанр моноспектакля очень сложный, потому что работать одному на сцене и удерживать в течение часа-полутора публику — это очень сложно. И эти слова благодарности в адрес актерской труппы, звучащие сегодня здесь, в зале, словно эхо тех восторженных детских глаз, что загорелись здесь год назад, когда было установлено новое оборудование. Тогда восторгу юных актеров не было предела. Адам Мережков, Белял Ахильгов, Магаз 24.